Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «На самом деле» и я, Дмитрий Куликов. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в Якутии и что происходит в Москве в связи с Якутией. Версия событий за последнюю неделю, на наш взгляд, и на самом деле. Прошедшая неделя ознаменовалась очередным выступлением председателя Всероссийского ЦИК Александра Вишнякова. Уже никого нельзя удивить его активным участием в якутской избирательной кампании. Вначале он пугал избирателей тем, что Николаев выдвинулся на третий срок противозаконно и что Всероссийский ЦИК обязательно его снимет. Затем он рассказывал о том, что Якутский Верховный суд затягивает время и тем самым дискредитирует себя. В последний раз Александр Альбертович пугал нас тем, что досрочное голосование в Якутии является страшным преступлением и противозаконным действием, и он, мол, этого не допустит. Давайте посмотрим, что же происходит с досрочным голосованием в Якутии на самом деле. Мы все сделаем, чтобы этого не было, и не нарушался закон в этой части, тем более, что есть требования федерального закона, в каких случаях можно участвовать в досрочном голосовании. И здесь никаких искусственных досрочных голосований мы не допустим. Председатель Центра избиркома России Александр Вишняков – дотошный чиновник. В течение избирательной кампании в Якутии он все время подозревает кандидатов в том, что они зарегистрированы незаконно, суд в нерасторопности, а республиканский ЦИК в непрофессионализме. Тем не менее, глава Республиканского Центра избиркома Владимир Михайлов, выступая на заседании общественно-политического круглого стола «Кустук», дал понять, что не видит поводов для волнения, тем более насчет досрочного голосования. Но вот нагнетание этой обстановки, что здесь опять какой-то злой умысел делается, знаете, это умышленное, на мой взгляд, создание негативного общественного мнения вокруг выборов в Якутии. У нас уже десятилетиями сложились условия проведения досрочного голосования. Зимовья, 24, полярные станции, метеостанции, лесоучастки, родовые общины и так далее, и так далее. В общей сложности в отдаленных и труднодоступных у нас находится 4630 человек. Цифра, названная председателем ЦИК Якутии, довольно велика, если учитывать, что в условиях погоды и расстояний в республике всем этим людям нужно доставить урны и дать возможность проголосовать. А вот в сравнении с общим числом избирателей в республике это менее 1%. Здесь сложно говорить о массовом досрочном голосовании, и поводов для волнения у председателя Всероссийского ЦИКа нет. В Российской Федерации, и это знает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, мы все с вами, если мы анализировали выборы в Государственную Думу, президента Российской Федерации, в отдельных округах досрочное голосование составляло 24, 28, в одном месте 31%. У нас с вами 0,84%. Самый низкий объем досрочного голосования по всей Российской Федерации. Кому нужно распускать слухи о том, что здесь делается заговор? На чем основывался уважаемый Александр Альбертович, утверждая, что он собирается бороться с неким искусственным, массовым, досрочным голосованием, нам здесь совершенно непонятно. Какие данные получил господин Вишняков для того, чтобы делать такие резкие заявления? На самом деле число досрочно голосующих составляет в республике менее 1%, при том, что обычно в Российской Федерации это может быть и 25, и даже 30%. Несмотря на это, Александр Альбертович Вишняков предупреждает республику из раза в раз. Все, что вы там не сделаете, может и будет использовано против вас. На самом деле Александр Вишняков продолжает оказывать давление на органы государственного управления республики, на Центральную избирательную комиссию Республики Саха-Якутии, в конце концов, на избирателей. Что или кто заставляет уважаемого Александра Альбертовича столь активно участвовать в избирательной кампании в Якутии? Об этом наш следующий сюжет. Возможного закулисного игрока упоминает сайт кремлевского политтехнолога Глеба Павловского «Страна.ру». Бывший мэр Якутска, а ныне секретарь Союза России и Белоруссии Павел Бородин. У него с Колмогоровым давние взаимные обязательства. Конец цитаты. Независимая газета еще более категорична. Как стало известно из достоверных источников, в ближайшее время Павел Бородин готовится вернуться на родину в Якутию, чтобы возглавить алмазодобывающую компанию «Алроса». Правда, добавляет, что новое назначение Бородина может состояться только в случае победы на выборах президента республики заместителя генпрокурора России Василия Колмогорова. Конец
цитаты. Близкое к Кремлю интернет-агентство «Росбалт», им, как известно, руководит лично супруга полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, называет все происходящее атакой на президента Якутии и предполагает, что все скандалы завершатся сразу после выборов. На тормозах спустят все возбужденные уголовные и другие дела. Конец цитаты. То, что за атакой на Якутию действительно стоит фигура Пал Палыча, подтверждает и тот факт, что исполнительный секретарь Союза России и Белоруссии сам продемонстрировал свою исключительную заинтересованность. На одной из пресс-конференций в Москве он заявил, что считает Василия Колмогорова наиболее удачной кандидатурой на пост президента Якутии. Конец цитаты. Павел Бородин, как официальное лицо, не имеет права вести предвыборную агитацию. Это серьезное нарушение закона. Впрочем, арест секретаря Союза России и Белоруссии сотрудниками ФБР в Нью-Йорке показывает, что за рубежом Пал Палыча официальным лицом давно не считают. Очевидно, что после международного скандала с фирмой Mobitex Бородин утратил свои позиции и в Москве. Газета «Коммерсант» сообщает, что по сведениям из источников администрации президента России, Владимир Путин намерен сместить Бородина с поста госсекретаря союзного государства России и Белоруссии. Конец цитаты. На этом политическая карьера бывшего мэра Якутска закончится. Человек с его репутацией не может рассчитывать на вторую политическую жизнь. И замгенерального прокурора России, чье молчание, скорее всего, и помогло подследственному Бородину молчать в Женеве, последний шанс. На самом деле, для того, чтобы реализовать этот шанс, нужно продолжать оказывать давление на лидеров избирательной гонки Николаева и Штырова. Беспрецедентная активность якутской прокуратуры, суды. На последней неделе к этому давлению присоединилась и Счетная палата Российской Федерации. Дескать, пора разобраться, самое время понять, как были израсходованы средства на восстановление Ленска. Заявление Счетной палаты и вся активность в средствах массовой информации в связи с этим заявлением, на наш взгляд, были построены в лучших традициях политической провокации. То ли он украл, то ли у него украли, неизвестно, но что-то там нечисто. Что же происходило со средствами на восстановление Ленска на самом деле, мы попытались разобраться в следующем сюжете. Председатель Счетной палаты Сергей Степашин обвинил правительство Якутии в нецелевом использовании средств, выделенных на восстановление Ленска. Претензии Счетной палаты сводятся к тому, что стоимость работ была завышена примерно на треть, а само восстановление проходило без составления проектно-сметной документации. Мы хорошо знаем всю подковерную историю, значит, подготовки этого вопроса. Я тоже хочу об этом сказать. Я достоверно знаю, что шло довольно такое активное обсуждение, кого же мочить в итоге. Ну, там перебрали возможных, значит, субъектов, кого мочить будут на этом заседании. В итоге вот выбрали субъект правительства Республики Саха-Якутия, который собрались мочить. Однако, если вспомнить тот аврал, в котором работали строители, станет понятно, почему правительство России приняло беспрецедентное решение. Восстанавливая Ленск, оно само запретило руководству Якутии провести конкурс среди строителей. Чтобы разработать эту документацию, согласовать ее, утвердить, значит, надо 2 месяца. Ну, теперь давайте прикинем, значит, к реальной ситуации, что бы было, если бы правительство республики выбрало вот такой вариант. Ну, это однозначно означает, что мы задачу, которую президент России перед нами поставил, не выполнили бы. А люди уже к сентябрю должны были получить такое жилье, которое способно защитить их от суровых морозов. В тот момент это было самое важное. А дороже жилье получилось потому, что само строительство в тяжелых географических и климатических условиях Якутии стоит больше, чем предусматривается нормами госстроя. Мы же ведь профессионалы. Мы же понимаем, что это потребовало бы последующей корректировки же. Ну, и когда приехали на эти площадки, вот тогда встал вопрос, какой объем дополнительных работ необходимо выполнить. Ясно было, что северную площадку надо расширять, транзит надо поднимать, еще почти на 2 метра, то есть сделать вертикальную планировку, огромный объем работ. По Доярушке надо было 2 метра вывести, значит, там всякого, так сказать, мусора, потому что нельзя было на этот мусор садить, дома они провалились бы туда. Чиновники столь высокого уровня, как Сергей Степашин, должны это понимать.
Но сейчас аудиторы счетной палаты требуют пресловутую смету, приостанавливают проверку и в канун выборов ставят под удар фаворитов избирательной кампании – президента Якутии Михаила Николаева и главу Алроса Вячеслава Штырова, а также их вице-президентов Власова и Акимова, которые как раз и занимаются восстановлением Ленска. Сегодняшний приговор, который чиновники счетной палаты пытаются сделать, вынести нам, неправедный. В результате выделение средств на дальнейшее восстановление города заморожено. Строительство прекращено, и заложниками давления Москвы стали жители Ленска. На самом деле, счетная палата никого и ни в чем не обвиняла. У нее нет для этого никаких оснований. Проверка продолжается. Сметы будут подготовлены и проверены. Все это в течение ближайших 2 месяцев. И только по окончании этого срока счетная палата сделает какие-то предварительные выводы. Однако работа счетной палаты была достаточно профессионально использована для того, чтобы продолжать давление на действующие республиканские власти. На самом деле давление продолжается не только на органы государственной власти, не только на избирателей, но и на 4-ю власть. Мы уже говорили о нашумевшей истории с московскими журналистами и социологами, проживавшими в гостинице «Тагендархан». Если раньше прокуратура била по заезжим гостям, теперь она бьет по своим. За владельцем газеты «Виктория Пресс» Александром Глотовым пришли не сразу. Интерес к известному в Якутии журналисту и издателю силовые структуры решили проявить еще в сентябре, до начала официальной предвыборной кампании в республике. Звонила налоговая полиция, звонила прокуратура. И причем приносили повестки, вы понимаете, без печати. Или там по телефону подойдите, или еще что-то. Вот этот наезд продолжается 2,5 месяца, пока идет предвыборная кампания. Затем были закрыты обе радиостанции, которыми руководит Глотов. Поводом послужили бюрократические проволочки в оформлении разрешения на установку более мощного передатчика. Как правило, на этот период выдается временное разрешение на работу. Органы Россвязьнадзора, которые напрямую связаны с господином Колмогоровым, нам не продлили временное разрешение. Вещание радиостанции через месяц возобновилось, но проверки продолжались. По мнению адвоката Глотова Василия Пинаевского, его подзащитный был полностью открыт для проверок. По первому требованию предоставлял все документы, не ссылаясь на коммерческую тайну. Однако 1 декабря Александр Глотов был задержан, его квартира и редакция «Виктории Пресс» обысканы. Это совпало с выходом в свет очередного номера его газеты. Глотов стал 4-м журналистом, задержанным в Якутии всего за несколько дней. Из изолятора временного содержания Александр с сердечным приступом попал в реанимацию, где он тоже находился под стражей. Прошла неделя, но ему так и не предъявлено обвинение. Сейчас издатель на свободе, но свобода это относительная. Он был вынужден дать подписку о невыезде. Чем же так напугала газета «Виктория Пресс» ответственных работников прокуратуры? Все публикации абсолютно законные, не было ни одного обращения в суд, ни каких-то предписаний от контролирующих органов о том, что какие-то материалы, скажем так, не соответствуют действительности, либо носят противозаконный характер. И там даже не было пропаганды ни за одного из кандидатов. Вот парадокс-то в чем. Но единственное, что там, может быть, и не было, и о Колмогорове за него не было сказано ни слова. Вот здесь отсюда и уши как бы торчат. Вы боитесь, если прокурор будет президентом, то он так вас поставит. На минувшей неделе к Александру Глотову присоединилась и редакция газеты «Ил-Резонанс». В ней тоже был произведен обыск. Ничего не нашли, но давление на средства массовой информации продолжается. Сейчас в Якутске нет ни одного телеканала, на котором не велись бы налоговые проверки или регулярные встречи с прокуратурой. Около 2 недель назад в Москве прошел гражданский форум. На нем президент Владимир Путин заявил, что найден консенсус между обществом и властью, что власть ни в коем случае не должна оказывать давление на общество. Вот этого в Якутске пока совершенно не чувствуется. На самом деле выборы в Якутии давно стали проверкой на зрелость нашей демократии и на зрелость нашего гражданского общества. На эту тему мы поговорим сегодня с гостем в студии Дмитрием Киселевым, моим коллегой, автором и ведущим программы «Национальный интерес». Здравствуй, Дмитрий. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот в Якутии принято начинать разговор, особенно с людьми заезжими из Москвы, такими как мы с вами. А что, собственно, вы здесь делаете? Вот так вот прямо в лоб. Я здесь потому, что я уже 20 с лишним лет занимаюсь активной журналистикой и всегда был одним из пионеров, наверное, в горячих точках Советского Союза. Тогда горячими точками в 80-е годы были Сумгаит, Литва, Тирасполь, Нагорный Карабах. И сейчас, мне кажется, самой горячей точкой в России является Якутия. Это при этой температуре за 30. Так что Якутия на самом деле выглядит такой горящей, раскаленной, пульсирующей точкой на карте России. И в Москве это воспринимается именно так. Я приехал для того, чтобы побывать в еще одной горячей точке и убедиться, что же здесь происходит. Поскольку слухов неимоверное количество про аресты, про преследование журналистов, про проверки на телекомпаниях, в газетах. И для того, чтобы не быть голословным, я хочу показать вам свежий номер газеты «Ведомости». Это газета, которая издается совместно с американской Wall Street Journal и Financial Times. Это очень уважаемое финансовое издание. Первое в Соединенных Штатах Америки, а вторая в Великобритании. Ну и вот в России предпринят такой проект. Уже год с небольшим существует эта газета, которая претендует на солидность и объективность. Вот такая статья «О Якутии с любовью». Я хотел бы даже показать и процитировать некоторые строки из этой статьи. Таких выборов в России не было никогда. И это говорится о России, которая, казалось бы, уже все видела. О позиции и поведении правоохранительных и судебных органов потомкам будут рассказывать. Как вам это нравится? И далее. Кремль делает вид, что в нашей демократической стране его все это совершенно не касается. Но на самом деле касается, поскольку Якутия в России и Кремль в России. И Кремль несет ответственность за то, что происходит здесь, безусловно. Если делать вид, что Якутия не в России, то Якутия тоже может сделать такой вид. И тогда это будет совершенно справедливо. Тогда это будет другая история, на мой взгляд. Да, тогда это будет совершенно другая история. Вот. И тогда, когда Кремль спохватится, то спохватывается обычно с кровавым результатом. Вот поэтому я здесь. Я хочу ознакомиться с деталями этой ситуации, поскольку я записываю программу свою. Сейчас мой проект выходит в прямой эфир. И 13 декабря мы будем как раз говорить о выборах. В Москве тоже будут выборы, в Московскую городскую думу. И как раз этот предвыборный проект, предвыборные мысли, они актуальны и здесь. Многое говорится в Якутии о том, что идет давление на средства массовой информации. Не так много об этом говорится в Москве. Мы с вами уже знакомы, у нас были эпизоды в Украине совместные, когда там разворачивался скандал, тоже связанный с давлением на средства массовой информации. Вот если сравнивать тот эпизод и этот, есть ли какая-то разница, и что вообще можно сказать по этому поводу? Действительно, там на Украине был огромный скандал в связи с убийством журналиста Нагангадзе. Но одно дело смоделированное давление, и там на Украине это было понятно, что давление было смоделировано. Пропал журналист Гангадзе, потом нашли его обугленный труп. На этом деле пытались построить импичмент. Импичмента не получилось, поскольку ничего не было доказано, и то, что было расследовано потом с помощью независимых американских агентств, например, агентства Кроу, говорило скорее в пользу того, что это была поставленная ситуация, поставленная провокация. Но даже она была использована практически на все 100%. Из нее выжили максимум возможного. Президента Кучмы до сих пор
ну, в общем, так, это дело и кается, кашляется, и, в общем, в политической карьере поставлены такие большие знаки вопроса. Ну, а здесь нам нужно понять, что если это давление существует, а судя по всему оно существует, то тогда общество должно реагировать на это честно и смотреть, что если кто-то давит на журналистов именно в предвыборной ситуации, то, значит, еще круче этот человек будет действовать после того, как и если его изберут. То есть, значит, мы видим тот режим, мы уже можем смоделировать тот режим, который будет после выборов. Если люди хотят жить в нормальной стране, в нормальных условиях, без давления, то сейчас они должны сделать свой выбор. Сейчас еще есть время. Вот и все. Так что здесь нужно подходить спокойно, без истерии, деликатно и использовать то оружие, которое есть. А оружие — это один человек, один голос. Каждый человек вот обладает этим оружием. И пусть потом не говорит, что его не спрашивали. Понимаете? Вот выборы — это как раз вопрос для каждого человека, в какой стране вы хотите жить. Идите и голосуйте за тот режим, в котором вы хотите существовать в ближайшие годы. За тот режим, в котором вы хотите растить своих детей. Знаете, за тот режим, за который вам будет не стыдно отвечать перед своими внуками. Мне тоже кажется, что здесь, в отличие от Украины, факты реального давления есть, а должной реакции общественности, прессы пока нет. Хотя первые проявления того, что общество готово встать на защиту своих прав, у нас уже имеются. Давайте посмотрим сюжет, а потом продолжим наш разговор. Силовые действия правоохранительных органов Якутии в отношении журналистов и социологов, обыски, задержания и аресты насторожили всех специалистов, работающих на выборах. В интернете на прошедшей неделе появилось открытое письмо Вольного общества социальных технологов генеральному прокурору России Устинову. Политтехнологи заступаются за своих коллег и просят генпрокурора вмешаться в деятельность правоохранительных органов. Вот несколько цитат из открытого письма. Неспособные вести цивилизованный диалог с людьми, представители правоохранительных структур Якутии применили столь грубые приемы воздействия на специалистов, освещающих ход избирательной кампании по выборам президента. Вольное общество социальных технологов, как организация, призванная защищать профессиональные и гражданские интересы участников выборного процесса, выражает серьезную озабоченность арестами журналистов и социологов в Республике Саха. Специально для программы «На самом деле» ситуацию в Якутии комментирует президент Вольного общества социальных технологов Александр Урманов. Речь идет о том, что людей преследуют по 292 статье разжигания национальной розни. Это не тяжкие так называемые преступления. И согласно новым поправкам ВПК, которые совсем недавно были приняты, вот за такие преступления исключается такая мера пресечения, как взятие под стражу. То есть налицо явное давление со стороны правоохранительных органов и, в общем-то, понятно, на чьей стороне и за кого они выступают. То есть они непосредственно втягиваются в политическую борьбу. Ну, тенденция, она давно есть, это развитие тенденции, скажем так. Использование административного ресурса на выборах, мы всегда выступаем против грязных технологий, в том числе и со стороны, конечно, самих технологов, но наиболее эффективными, что ли, в кавычках, грязными технологиями является использование административного ресурса. Будь то ресурс руководителей регионов, будь то ресурс правоохранительных органов, будь то еще какой-то там административный ресурс. Мы об этом всегда говорим, и естественно, что когда вот такие методы используются, ни о каких демократических выборах говорить не приходится. Вот такой вот сюжет. Как вы могли бы прокомментировать? На самом деле, мне кажется, Александр Урманов достаточно сдержанно или чрезмерно сдержанно, чрезмерно деликатно реагирует на то, что происходит. Это как раз иллюстрация к вашим словам, когда есть факты давления, а общество реагирует недостаточно. Это зеркальная ситуация по отношению к той, что была на Украине, когда была чрезмерная реакция, чрезмерное такое раздувание ситуации. И когда мы говорим о некоем административном ресурсе, это так мягко, это так непонятно, это такой, знаете, в филологии это называется эвфемизм, когда одно понятие
подменяют другим, более мягким из деликатности. Ну, скажем, слово «инвалид» уже в современном мире считается, ну, таким как бы политически некорректным, грубым, слишком резким, обижающим людей. И говорят, ну, люди с ограниченной подвижностью, например, да? Но на самом деле, ну, там это оправдано, а здесь использование эвфемизма административный ресурс, мне кажется, не совсем оправдано. Когда используют прокуратуру в качестве цепного пса, когда идет манипуляция фактически органами государственной власти и структурой, которая призвана надзирать за законностью против основных принципов, на которых строится государство, против принципов, которые государство должно защищать, то таким образом государство стреляет себе в ногу, как это говорится, потому что государство начинает само себя пожирать. И вот это самопожирание, оно, конечно, не продуктивное для государства, это самосожжение, это самоуничтожение. И это называть административным ресурсом, но мне кажется, по меньшей мере, ну, для меня лично это непонятно. Вот. Но, может быть, это такое вот именно такое иносказание. Тогда возникает вопрос, а зачем вообще нам нужно такое государство? Может быть, нам нужно другое государство, либо нам нужны другие люди, которые воплощают собой государственную власть. Спасибо. Дмитрий, вот вы сказали о программе «Национальный интерес», которую вы ведете, автором которой вы являетесь. И ближайший прямой эфир будет 13 числа, он будет посвящен выборам в Москве, насколько я понял. А вот в Москве избирательная ситуация другая, нежели здесь? Ну, знаете, в Москве, конечно, тоже, но там выборы не одного человека, а выборы фактически законодательного собрания Москвы. И в Москве, конечно, люди стараются следить. И такая грубая манипуляция прокуратуры, конечно, там уже невозможно. Но это, вероятно, потому что москвичи уже все прошли, много видели, и во многом их уже не очень-то и обманешь. Но они и не хотят быть обманутыми. Обмануть можно лишь тех, кто готов обманываться, а тех, кто не готов обманываться, обманывать очень трудно. Вот моя программа «Национальный интерес», это проект, который существует уже с 1994 года, фактически 7 лет, и им был именно задуман как проект, которым можно подчеркнуть разницу, которая порой, такую драматичную разницу, которая порой возникает в нашем любимом государстве, когда национальные интересы входят в противоречие с государственными интересами, либо с теми интересами, которые ложно трактуются как государственные интересы. Вот и все. Потому что, с одной стороны, люди, которые приватизируют трактовку государственных интересов, пытаются навязать нам эти интересы как высшие. На самом деле государственные интересы должны быть всегда подчиненными по отношению к национальным интересам. Национальные интересы, когда я произношу это словосочетание, то имею в виду не какой-то этнический компонент, не национальность, а именно нацию как народ на территории своего государства. Если существуют национальные интересы в Соединенных Штатах, в многонациональном государстве, то национальные интересы могут существовать и в России, и даже в отдельно взятых регионах могут существовать национальные интересы Якутии. Это не будут только этнические интересы той или иной группы, но национальные интересы фактически от общности народа на этой территории. Так что мне кажется, что вот эта ситуация как раз сейчас в Якутии дает основание задуматься над тем, что же в национальных интересах Якутии и в национальных интересах России. Мне кажется, и национальные интересы Якутии, и национальные интересы России, они совпадают. Это приверженность новому, нормальному, демократическому выбору. И, неприятие, если угодно, манипуляции понятия государства, манипуляции государственным аппаратом в чьих-либо частных интересах. Так что, если мы, видя это, соглашаемся с этим, таким образом уже мы стреляем себе в ногу. Таким образом уже мы сами наплевательски относимся к своей судьбе. Мы сами себя не уважаем. Но если мы сами себя не уважаем, то почему нас кто-то должен уважать?
Хороший вопрос. Вот здесь в Якутии очень негативное отношение к центральным средствам массовой информации. И мне кажется, что во многом оно оправдано. Зачастую наши с вами коллеги, находясь в Москве, ориентируясь на печатные издания, слухи, мнения различных чиновников, выстраивают для всей России информационную картину, которая часто из Якутии, вот когда находишься здесь, кажется или ложью, или каким-то бредом, потому что соотнести то, что там говорится, с тем, что здесь реально происходит, порой бывает очень трудно. Я думаю, что критерий нашей с вами работы – это то, как зрители в Якутии воспримут то, что мы о этой Якутии расскажем. Будет ли это соответствовать их представлению о том, что здесь происходит на самом деле. Мне кажется, сейчас очень важно, чтобы и в программе «Национальный интерес», и в других федеральных программах было мнение не заинтересованное в какой-либо стороне, а мнение о том, что же здесь происходит на самом деле. И я думаю, что зрители якутские будут очень рассчитывать на то, что вы в своей программе будете говорить именно так. Спасибо. Спасибо, поэтому я здесь. Вот у нас получилось кольцо ответа на этот вопрос, почему вы здесь. Вот поэтому я здесь. Спасибо вам. На самом деле мы претендуем на объективное и непредвзятое освещение хода избирательной кампании в Якутии. Мы будем сверять нашу работу с мнением зрителей. Для этого и придуман еще один проект, телевизионный проект. Он называется «Политклуб». И сюжет о этом проекте вы сейчас увидите. В ходе избирательной кампании подобная встреча прошла впервые. Чтобы не запутаться в позициях разных кандидатов и не встать на сторону одного в ущерб другим, тележурналисты решили показать свои сюжеты жителям Якутска до того, как они выйдут в эфир. Мы приехали, посмотрели, что здесь происходит. Вот то, что увидели в отношении кандидатов, постарались высказать. Может быть, мы чего-то не увидели или что-то увидели не так. Известные политики, участвующие в выборах, не откликнулись на приглашение к публичному разговору. Зато пришли избиратели. Интересно, что возможность поговорить о политике привлекла в первую очередь студентов. Они хотят влиять на происходящее в республике. А юношеский максимализм зажег жаркие споры. Либеральная революция 90-х годов не завершилась полностью. Остались те, кто руководил коммунистической Якутией. Наш президент Михаил Николаев – типичный пример. Можно я возражу? Все практически деятели политические в нашей стране ранее были коммунистами. Если вы хотели посадить не коммуниста куда-нибудь, я не знаю, за роль власти, то кто это будет? 13-летний юноша, по-вашему? Оказалось, что студенты с интересом следят за избирательной кампанией и неплохо разбираются в политике. Например, путаницу с законодательством Якутии и России целиком относят к хитростям местных законодателей. Когда вопрос решался, по-моему, в июле, по-моему, июле месяце, они отдали практически, насколько я знаю, практически все статьи нашей Конституции, кроме 67-й. Это, думаю, слишком прозрачно даже, думаю. То есть, и сейчас мы видим некоторых кандидатов, допустим, там, из Ультумена. Я думаю, это было заранее задумано, это, скорее всего. Попытки центральных СМИ свести избирательную кампанию в Якутии к борьбе двух кандидатов, президента Михаила Николаева и заместителя генпрокурора России Вячеслава Колмогорова, здесь считают надуманной интригой. Причем в искусственном столкновении соперников видят выгоду Москвы и ущерб для Якутии. Молодежь Якутии – это почти половина всех избирателей республики. Причем самая активная половина. От того, кто им по душе, во многом и зависит исход выборов. Судебный спор, который стал стержнем избирательного процесса в Якутии, на этой неделе получил свое продолжение. Конституционный суд Российской Федерации не принял к рассмотрению запрос Верховного суда Якутии. В частности, информационное агентство «Лента.ру» сообщает, мотивируя отказ рассмотреть запрос, председатель Конституционного суда Российской Федерации Марат Баглай заявил, что возбуждение Конституционного судопроизводства накануне голосования может осложнить избирательный процесс. Кроме того, Баглай подчеркнул, что Верховный суд Якутии фактически попросил КС РФ сделать выбор между основными законами республики и России. Однако выбор норм является прерогативой самого суда общей юрисдикции и в компетенцию Конституционного суда не входит, сказал Марат Баглай. Конец цитаты. На самом деле Верховный суд Республики Саха-Якутии теперь будет иметь возможность ответить на вопрос, действуют ли законы Российской Федерации на территории Якутии.
От этого ответа будет зависеть и будущее самой Российской Федерации. Будет ли создан прецедент верховенства региональных законов над федеральными? Этот вопрос станет одним из главных и на программе «Политклуб», которую мы будем снимать 11 числа в Русском театре. Я приглашаю всех вас принять участие. На самом деле, на сегодня больше новостей нет.